По-прежнему одной из самых главных головных болей автоинспекторов являются пешеходы, которых сбивают. Причем чаще всего это происходит в темное время суток. Особенно зимой, когда световой день совсем короткий. Только в этом году так в темное время суток погибли 20 пешеходов. Руку поднял, раз, друг друга пропускают. Конечно, у нас вот так. Почему у нас нет такой культуры поведения на дорогах, как в Европе, задается вопросом Рустам Минниханов. В республике появляются управляемые переходы, звуковое и световое оснащение, а людей все равно сбивают. 41 погибший пешеход только в этом году. Всего на дорогах республика потеряла 321 человека. Намеченная цель не достигнута в Казани. Еще 13 районах. В большинстве из них превышен годовой показатель. В Казани, в Актанышском, Алексеевском, Арском, Буинском районе рост погибших наблюдается на протяжении последних 2 лет. Президент сразу же с места поднял главу исполкома Менделеевского района. Ему теперь придется искать новую работу. Наверное, ты не соответствуешь этой должности. Понимаешь? Тебе надо подобрать более работу, которая тебе по душе. Ты эту работу не любишь. Стабильно печальная статистика и в Черемшанском районе. Его главу Рустам Минниханов поручил лишить премии здесь и сейчас. Замечание Фердинанда Митхатовича. Ну что это такое? Поручение правительственной комиссии есть. Деньги есть. Мероприятие не выполнено. Вы опытный у нас руководитель. Наказать ему премию. Срезать. Без кардинальных решений ситуацию не переломить. Если смотреть в целом по стране, у Татарстана один из лучших показателей по безопасности. Об этом уже говорит первый заместитель начальника ГИБДД России Владимир Швецов. Для Республики Татарстан, напомню, на 2019 год предусмотрен показатель социального риска 10 погибших на 100 тысяч населения. В следующем 2020 году предстоит решить еще более амбициозную задачу – сократить смертность ДТП до уровня, не превышающего 10,9 погибших на 100 тысяч населения. Напомним, в рамках национального проекта, утвержденного Владимиром Путиным к 2030 году, смертность на дорогах в регионах страны и вовсе должна приблизиться к нулю. Но, как показало сегодняшнее заседание, для этого главам ряда районов придется в прямом смысле выйти на дорогу. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.